Сегодня многие из уммы смотрят на аяты джихада из Корана и Сунны. На аяты о сражении из Корана и Сунны, как некоторые сестры смотрят на аяты о многоженстве. Идея их таухида, когда они говорят о таухиде, состоит в том, чтобы вытащить людей из ширка могилам, о котором они постоянно хлопочут. И это правильно, потому что это не должно быть проигнорировано. Но они хотят вытащить вас из этого вида ширка и привести к ширку дворцам. Ислам пришел, чтобы почтить человечество тем, чтобы оно стало рабами Аллаха Субханаху ва Тааля. А они приходят, чтобы подчинить человечество тагутам. Повиновение приказам мусульманских правителей должно быть только тогда, когда мусульманские правители и их приказы, а также мусульмане, будут подчиняться Аллаху Субханаху ва Тааля и его посланнику. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «О те, которые уверовали, повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и обладающим влиянием среди вас. Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, и обладающим влиянием среди вас». Слово «повинуйтесь» было опущено, когда Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «и обладающим влиянием среди вас». Слово «повинуйтесь» было опущено, когда было упомянуто про обладающим влиянием среди вас. Это означает, что повиновение мусульманским правителям будет тогда, когда будет повиновение Аллаху Субханаху ва Тааля. Продолжение этого аята подчеркивает это. Если же вы станете припираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и его посланнику. Разве сказано, если вы станете припираться в каком-либо вопросе, обратитесь к правителям? Нет. Если вы в чем-то будете расходиться, обратитесь к Аллаху и его посланнику, если вы верите в Аллаха и в судный день.